В эфире «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В апреле в республике на уровне Госсобрания Илтумен проведено два крупных мероприятия, где обсуждались вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса Якутии. Кадровый вопрос в последние годы становится одним из самых важных, и проблему необходимо решать на государственном уровне. О кадровом вопросе в отрасли сельского хозяйства мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Валерий Федоров, ректор Арктического государственного агротехнологического университета, доктор биологических наук, депутат Госсобрания Илтумен Валерий Иннокентьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, ваш университет стал инициатором проведения целых двух таких крупнейших мероприятий. Расскажите о проведении данных мероприятий. Какие основные вопросы были подняты, обсуждены, что решилось? Так, на сегодняшний момент я хотел бы сказать, что в начале апреля 4-5 числа в городе Ставрополь на базе Ставропольского государственного аграрного университета под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Николаевны был проведен большой форум, где принимали участие все ректоры аграрных вузов и министры и представители министерств регионов России, где стоял самый важный вопрос – это подготовка кадров для сельского хозяйства России. И там вот был именно нам задан вектор, да, именно по которому мы должны сейчас работать. Это стопроцентная целевая подготовка для агропромышленного комплекса. И в связи с этим вот наши как раз вот два мероприятия, которые были проведены у нас в стенах нашего университета, это заседание Постоянного комитета по науке и образованию под председательством Антонины Афанасьевны Григорьевой. Это подготовка кадров для агропромышленного комплекса. Да? Это 10 апреля было. И 12 апреля это выездное заседание Постоянного комитета по селу и аграрной политике под председательством Атласова Александра Павловича. Это тоже подготовка кадров для села, да? То есть для сельского хозяйства. Я хочу отметить, что именно, да, действительно сейчас не только в нашей республике, а вообще по всей Российской Федерации это, скажем так, большая проблема, да, именно недостаток кадров для сельского хозяйства. Оксана Николаевна в своем выступлении сказала, что к 30 году количество работников в агропромышленном комплексе должно вырасти на 60 тысяч человек. Это как базовый прогноз. Да? А желаемый прогноз это должно увеличиться на 260 тысяч человек к 30 году. И в нашей республике, конечно, это тоже такая же задача стоит. В нашей республике сейчас в сельском хозяйстве работает всего 7400 человек. Да? И мы должны это количество, да, работников мы должны увеличить до 9-10 тысяч человек. Это вот желаемый результат такой. Ну, а для этого нам нужно что? Это именно целевая подготовка. И как раз вот вокруг этого вот, как раз и были вот эти мероприятия. Да? Первое мероприятие, которое вот прошло 10 апреля, это в основном у нас было именно затронуто тема непрерывного аграрного профессионального образования. Поэтому на этом круглом столе принимали участие директора агропрофилированных школ нашей республики, значит, потом Министерство образования и науки нашей республики и Министерство сельского хозяйства, да, ну и также заинтересованные лица. Всего мы там рассмотрели, конечно, вот именно вопрос, как же сделать так, чтобы именно начиная со школы, да, и заканчивая трудоустройством, вот, и заканчивая трудоустройством, скажем, сельскохозяйственном предприятии. То есть непрерывность должна быть. Ну, вот этот вот мы обсудили такие вопросы. Как раз об этой системе непрерывного такого обучения хотелось бы подробнее узнать, как она работает. Ну, она в настоящий момент работает так. Да, у нас сейчас в республике 96 агропрофилированных школ. Эти школы именно знакомят наших
детей, которые учатся в них именно с аграрными, да, вот, профессиями, именно такими, как это, скажем, агроном, да, зоотехник, ветеринарный врач, чем занимается. То есть, ну, вот такие вот начальные этапы, да, подготовки. И вообще школьник должен, когда заканчивает школу, он должен знать примерно, чем, ну, вот, что такое сельское хозяйство, да, и знать основы сельского хозяйства в своем районе, да, в нашей республике, какие отрасли имеются, да, какое у нас земледелие, какое растениеводство, ну, там, какие тепличные, значит, у нас комплексы и так далее. Как профориентация уже идет, да, со школьной скамьи? Да, очень хорошая профориентация. Но, к сожалению, сейчас, конечно, с поступления с агропрофилированных школ, скажем, желает быть лучше, да, желает быть лучше. И вот как раз мы в этом направлении и разговаривали, да, для того, чтобы все-таки агропрофилированные школы, они стали базой, той базой, да, которая дает нам студентов, которые поступают к нам. То есть выпускники школ, агропрофилированных школ должны составлять костяк именно тех студентов нашего агровуза, вот так вот скажем. Угу. Да, ну и очень с интересным таким названием у вас есть такая программа «Студенческий гектар», а также программа «Кадры для АПК под ключ». Немножко о них тоже расскажите. Ну, студенческий гектар, да, это вот предложение наших преподавателей, Мы же ведь тоже всегда вот, обсуждаем, да, вот как сделать привлекательным наши сельскохозяйственные специальности для того, чтобы к нам поступали выпускники школ. И здесь вот одним из подспорьев может стать именно вот студенческий гектар, да, то есть студенты под свои бизнес-проекты получают гектар, где вот, чуть не со школьной скамьи, скажем, да, вот именно со студенческой скамьи начинает заниматься сельскохозяйственным производством. Да, и когда вот заканчивают, у них уже есть свое предприятие, скажем, свой бизнес. Именно они уже производят сельскохозяйственную продукцию, у них есть своя земля, основа именно сельского хозяйства, да, занятия сельским хозяйством. Ну и вот эту идею мы продвигаем, да. Ну и здесь вот кадры для АПК под ключ, да, это вот именно, скажем так, да, наслега наши, да, управление сельского хозяйства районов, они вот именно должны работать с Министерством сельского хозяйства и с нашим университетом для того, чтобы вот именно направлять выпускников школ, молодежь, да, которая хочет именно работать в сельском хозяйстве, в наш университет, для того, чтобы они у нас учились, и потом по окончании обучения они обратно вернулись в те наслега, в те районы, да, откуда они пришли к нам работать. Но для этого, конечно, должна быть поддержка, да, поддержка как на уровне районов, на уровне Министерства сельского хозяйства, ну и на уровне, конечно, Министерства Российской Федерации, сельского хозяйства Российской Федерации. Вот. Ну, у нас там есть очень много таких, скажем, задумок, да, для того, чтобы к нам приходили и учились, да, так как сельское хозяйство именно в Российской Федерации, да и во всем мире, оно становится очень востребованным, именно работа в сельском хозяйстве, так как население, скажем, растет, да, земного шара растет, сельскохозяйственные угодья, к сожалению, во всех странах мира сокращаются, скажем, и в связи с этим остро встает вопрос именно обеспечения сельскохозяйственной продукции вот населения, да, и перед странами стоит очень большая задача – это обеспечение продовольственной безопасности страны. Ну а в свою очередь наш Арктический государственный агротехнологический университет также должен работать для обеспечения вот продовольственной безопасности, именно готовя высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса нашей республики. А если конкретно, какие вот вопросы вы ставите перед правительством республики?
Ну, конечно, наши вопросы, да, очень много вопросов. Мы в прошлом году разработали программу стратегического развития нашего университета. Да, это именно разработка программы была под патронатом, скажем, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Они, как учредители, нам дают, скажем, ну, шаблон, да, по которому мы должны развиваться. И вот по этому шаблону мы также с учетом наших природно-климатических условий, с учетом наших, скажем, особенностей, да, ведения сельского хозяйства, животноводства, скажем, растениеводства, кормопроизводства, вот мы должны именно с учетом этих особенностей готовить специалистов. Да. И поэтому вот мы, конечно, ставим перед правительством нашей республики, ну, такие вопросы, как материально-техническое обеспечение, конечно, да, так как мы готовим специалистов для нашего региона, для нашей республики. И в первую очередь, конечно, самый острый вопрос перед нашим университетом стоит – это строительство общежития для наших студентов. Это вот в головном вузе, да, это в городе Якутске, и реконструкция старого учебного корпуса в Актемском филиале под общежитие, потому что у нас общежития сейчас не хватает. У нас сейчас учится более 2000 студентов, да, очно, более 2000 студентов очно, а по количеству мест в общежитиях у нас в настоящее время мы можем обеспечить только 600 студентов, да, поэтому практически каждый, скажем, 4-й студент у нас получает, да, место, а каждый этот, скажем, третий, даже больше, больше половины, да, они не могут быть обеспечены общежитием, что, конечно, сказывается на нашей конкурентоспособности, да, потому что когда студенты приходят и не могут заселиться, да, в общежитие, то это вызывает определенные трудности. Вот поэтому вот наша главная задача – это обеспечение общежитием, строительство общежития. Ну что ж, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Я думаю, что после этого актуального интервью к вам еще больше захотят поступать наши выпускники. Ну а я напомню, у нас в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в новостных эфирах.